Рост аварийности у нас снова в этом году начался интенсивно расти. Значит, первое. Мы идем по росту погибших по сравнению с прошлым годом на 3 человека или 30%. То есть на сегодняшний день у нас 3 человека уже погибло больше, чем с прошлым годом. Я ранее предупреждал, что настанет момент, когда придет постановление Совета министров СХ СССР о принятии более жестких мер по административной практике. Сегодня я получил. Я сейчас вам зачитаю. И вот мы дадим понедельник, вторник, где-то в среду, до следующей пятницы. Вам, можно сказать, повезло некоторым. Вот. А в следующую пятницу по новому законодательству будем принимать меры к лицам, которые управляют и нарушают правила дорожного движения. Я зачитываю о повышении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. В целях повышения безопасности движения, снижения числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них, в соответствии с законом РСФСР о государственной бюджетной системе РСФСР в 1991 году и законом ЯССР о государственном статусе Якутской СХ ССР, Совет министров Якутской СХ ССР постановляет принять предложение МВД Якутской СХ ССР об усилении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в печати. На той неделе, в среду или во вторник мы постараемся где-то, в крайнем случае, в четверг. Рекомендовать райгорсоветам взыскивать суммы штрафов в свой бюджет на 10%. Дела о нарушениях предусмотрены статьей 114, частью 1, статьей 115, частью 1, статьей 122 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях рассматриваются инспекторами дорожно-патрульной службы и другими должностными лицами госавтоинспекции МВД Якутской СХ ССР. Поручить МВД СХ и министру финансов ЯССР установить контроль за исполнением данного постановления. Значит, перечисляю перечень повышенных штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. Нарушение водителем правил эксплуатации транспортных средств, то есть технически неисправное транспортное средство, раньше 5 рублей было, сейчас от 30 до 50 рублей. Выезд на линию на технически неисправном транспортном средстве. Статья 115. Превышение водителем транспортных средств скорости, несоблюдение требований дорожных знаков, нарушение правил перевозки людей и других правил дорожного движения. 30-50 рублей. Те же нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, 50-100 рублей. Невыполнение требований работниками милиции об остановке транспортного средства, то есть вас останавливают, вы не остановились, продолжаете выезжать, от 200 до 500 рублей санкции. Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении в городах, населенных пунктах и других местах компактного проживания и отдыха граждан, создающим помехи дорожному движению или угрозу безопасности движения, штраф 100 рублей. Подача звуковых сигналов в населенных пунктах, на территории дачных поселков и местах массового отдыха граждан, кроме случаев предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Штраф от 30 до 50 рублей. Петю встретил, посигналил, 50 рябчиков заплатил. Нарушение водителем транспортных средств правил проезда ЖД-переездов 100 рублей. Управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения 600 рублей. Это имеется в виду с водительским удостоверением. Но, я говорю сразу, это 600 рублей на усмотрение комиссии. Вот. Или 600 рублей, или лишение прав до 3 лет. Статья 118. Нарушение водителем транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества от 50 до 100 рублей. За иные нарушения правил дорожного движения, кроме предусмотренной статьей 114-117 Кодекса, повлекшее последствия, указанные в части 1 настоящей статьи, штраф 50 рублей. Участники, скрывшиеся с мест дорожно-транспортных происшествий, совершено дорожное, не пригласили работника ГАИ, сами разъехались, а потом не выяснили между собой отношения, штраф 300 рублей одному и второму. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 200 рублей. Было 30 рублей, сейчас 200 рублей.
Те же нарушения, повлекшие повреждения транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, штраф 300 рублей. То есть статья 4. Или лишение права управления, или штраф 300 рублей вместо 30 рублей. 300 уже, смотрите, насколько сразу. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, находясь в состоянии опьянения, не имеющими, то есть без права управляет, 800 рублей частнику, 1000 остается за государственным транспортом. Уклонение от прохождения свидетельства на предмет алкогольного опьянения, штраф 800 рублей. Статья 122. Нарушение правил движения пешеходами. Штраф 10 рублей. И иными участниками дорожного движения штраф 30 рублей. Те же нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, штраф от 50 до 100 рублей. С пешеходами тоже начнем бороться. Выпуск на линии транспортных средств, имеющих неисправности и иные нарушения правил эксплуатации транспортных средств, штраф 100 рублей. Допуск управления транспортными средствами водителя, находящийся в состоянии опьянения, должностные лица, я имею в виду, или лицо, передавшее лицу транспортное средство, находящееся в состоянии, штраф 700 рублей. Или лиц, не имеющих права управления с транспортными средствами, то есть которые трезвые, штраф 30 рублей. Повреждение 300 рублей, прошу извинения. Повреждение дорог, ЖД, переездов и других сооружений от 50 до 100 рублей. По бордюрам поездил, сотенку заплати. Будь здоров. Вот. Нарушение правил содержания дорог, ЖД, переездов и других дорожных сооружений должностными лицами от 100 до 200 рублей. Было 100, сейчас 200. Вот такие санкции пришли по правилам дорожного движения. Значит, они вступят в действие со дня, когда будет отпечатано оно, вот, постановление в газете «Индустрия Севера». И, наверное, нам достаточно, у нас одна, в смысле не одна газета, такая более объективная и более распространенная газета. Значит, мы тогда приступаем в следующей пятнице к этим штрафным санкциям, которые вынесло постановление Совет министров для СХСР. Где работаете? А? РИМСУ. РИМСУ, степень опьянения. Что молчите? Так, значит, я отлаживаю ваш материал, так как у вас штампа нет. Госбанка. Вот. Эта печать для нас не является официальным документом. Когда пройдет она полностью перечисление через Госбанк, тогда я еще буду рассматривать. Значит, мы откладываем ваш материал на следующую комиссию. Мне эту лику приносить не надо. Так, вы на какой машине в прошлом году задерживались? Москвич. Личный, государственный? Личный. А? Личный. Личный. Сколько срок прошел? 3 месяца. 3 месяца. На какой машине в прошлом году задерживались? Москвич. Личный, государственный? Личный. А? Личный. Личный. Сколько срок прошел? 3 месяца. 3 месяца. Вас на сколько лишили? На 6. На 6 месяцев. Ну и что, и дальше будем продолжать или что? А? Сколько раз после этого задерживались, получали штраф? После этого не едет. Вообще не едет? Или не попадался? Не едет. Не едет. Так, что будем делать, члены комиссии? Еще посмотрите, всех автолов. После дорожного можно закрыть. Так, вы там рассчитались, все устранили, там все, да? У меня только решение проблемы. И все. Ну что, сокращаем срок лишения на оставшийся срок. Еще задержаны будете, значит, будем лишать полностью. Ясно, да? Ясно. Мы разговариваем с старшим инспектором административной практики ГАИ Северодольским Александром Викторовичем. Александр Викторович, только что мы присутствовали на разбирательстве нарушителей правил дорожного движения. Влияет ли это вот такие, когда их вместе собирают, разбирается все это общественно, влияет ли на уменьшение дорожных происшествий? Хотелось бы отметить, что такие комиссии проводятся еженедельно.
Они проводятся в основном в здании ГАИ. На них присутствует порядка 100 человек, которые задерживаются за неделю. И, в общем-то, тенденции к снижению количества нарушителей не намечается. Ну, хотелось бы отметить то, что на днях буквально принято постановление Совета министров Саха-Якутской АССР о увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штрафы увеличены порядка примерно в 10 раз за нарушение правил. Ну, товарищ Седых как раз зачитал это постановление, там довольно-таки крупные суммы. Как это вы считаете? Повлияет, изменит ситуацию или нет? Ну, это постановление было принято по рекомендации ГАИ, МВД и АССР. Туда внесли и мы свои рекомендации, и, в общем-то, надеемся на улучшение обстановки как в городе, так и на дороге. Постановление вступит в действие с момента опубликования, видимо, на следующей неделе. Спасибо.